Ну что, друзья, всем привет. Июль месяц, деревня, лето. Сезон в самом разгаре. Ну и немножко занимаюсь делами. Трава растет, потому что неделя дождей было, плюс тепло. Ну, участок немножко подкашиваем. Соответственно, тут возле дома немножко огородиков. Большой гараж, ребята, обкосил. Там грядки у мамы. В общем, порядок, красота. Сегодня так пасмурно, не так жарко. В общем, как раз для вот этих дел, что ни на есть, погода. Сегодня, ребята, обзор. У меня новиночка. Очередная лодка, новая, под мотор, в среднем размере. Привез ее уже давно, недели полторы назад. Ну, мотался по рыбалкам и, в общем, некогда было. Хотел брать сразу ее в экспедицию, потому что планировался у нас сплав. Но из-за жары мы не поехали. Ну и думаю, надо все-таки посмотреть, накачать, ну, убедиться, что все в порядке, нежели поедем куда-нибудь в тайгу, в лес, на сплав и что-то будет не так. Эта лодка приобретена специально, друзья, вот для этих моментов. В этом году был уже у нас сплав, кто-то смотрел, наверное. Все круто, но уже, ребят, не то пальто, не те размеры и то, что у меня есть флагман фрегат М11. Старый мой боевой друг. Ну, он, во-первых, уже маленький, мне кажется. И я так заметил, друзья, что очень много участков, ну, прям, ну, не нужны они вообще. Их надо проходить. И чтобы не терять времени, это нужен моторчик, хотя бы небольшой. Быстро прошел или быстро вернулся, обработал место, мне будет так проще, и мне кажется, больше будет рыбалки, чем нежели вот этого сплава по непонятным местам и так далее. Многие знают, что владею новой лодкой на моторе 9.9, Гладиатор 9.9 и лодка Гладиатор 380 в камуфляже. В этом сезоне я приобрел лодку в начале сезона. Хожу доволен как удав, большие габариты, но тяжелый вес. Это уже лодка у меня на постанове, на большой реке, на которой я стою, на которой я рыбачу. А вот как раз среднюю лодку, не хватает. Но эту лодку можно раздуть, взять ее на сплав, но с такими габаритами, с такими моторами она не нужна. А то, что фрегат М11, он слишком маленький и без транса. В общем, друзья, взял очередную помощницу себе. Давайте распакуем вместе, посмотрим, что да как. В общем, средняя лодочка, ребят, под мотор, с надувным дном, 310 размер. Погнали. Ну вот, родные, я ее вот как привез, так ее и положил. Недоделанный гараж, кстати, многие спрашивали по гаражу. Пока, ребят, работу приостановил. К осени начнем продолжать утепление, зашивать лабаш. Сейчас единственное, то, что буду красить. Ну и здесь потом проводка и все с этим все связано. Пока все, ребят, я приостановил именно вот так. Ладно, вернемся к лодке. Давайте сейчас я ее достану. Соответственно, сама лодка, весла, насос и вот такой ремкомплект, такая сумочка. Давайте, братцы, я не знаю, или в гараже, наверное, темновато будет. Давайте выйдем на улицу и там распакуем. В общем, все, что нужно было, я достал. Стандартные весла, наверное, ничем не отличаются. Что лодка подороже, что лодка подешевле. Стандартные весла. С веслами проблем нету. Здесь единственное, она будет выставить, как тебе удобно, и затянуть вот эту штуку. Далее ремкомплект, паспорт. Так, здесь у меня
товарник, клей, получается, ключ положили. Это, кстати, многие не знают, тут у многих подспускает лодка и вот грешат что-то вот в клапане. А клапан, ребят, можно подзатянуть. Вот именно вот такой ключ. У некоторых бывает такой момент. Ну и, соответственно, две прокладки, так скажем, накладки, ну, латки, прокладки, накладки, латки, для того, чтобы мало ли будет прорез или еще что-то, можно будет заклеить. Ну, я думаю, обойдемся без этого. Вот клей для полиуретана уран 45 миллиметров. Вот все, что было в ремкомплекте. Это в стороночку. Так, насос, ребята. Ну, насос стандартный. У меня, кстати, на флагмане, наверное, такой же был. Насос литров 5, скорее всего. Да, литров 5 насос. Ну, с насосом вроде все, проблем нету. Отлично. Запасная резиночка, кстати, идет. Вот она. Вот она здесь, друзья. Запасную резинку положили. Вот она. Это тоже немаловажно. Бывает, резинка лопается, и потом насос подпускать начинает при накачке. Эту резинку мы тоже сюда уберем. Так. Стандартная сумка. Наверное, у всех такие сумки. Та-дам! Так. Сразу вижу сиденье. Ну, все, ребята, как и у всех. Сиденье. Дальше. Так. Так. Ну, соответственно, второе сиденье. Ну и достаем лодку, ребят. Опа. Смотрел я всякие варианты. Но единственный момент, я сразу никакой фанерного дна, чисто НД, ребята. Так, транец, слив получается. Ну и самое главное, я не назвал уже, ребята, компания Тритон. В этом сайте я заказывал. Так, клапан раз. Клапан 2, клапан 3 и, соответственно, клапан 4 это дно. В общем, вот такой баркасик. Он широкий, габариты не маленькие. Мне кажется, тут даже он и на 9,8 поскочит неплохо. Все, накачиваем. Так, ну что, начнем с задних баллонов. Все, погнали. Хочу приобрести еще электронный насос электрический. И будет вообще шикарно. Ладно, братцы, накачиваем.
что, родня, все. Лодку накачал. Минут 10 и лодка накачана. Повторюсь, 3 клапана плюс дно. Походивших ребят и на фанерном дне у Ильюхи была лодка. Сколько мы там мучились. Потом все это разбухает, там песок. Нет, ребята, только надувное дно. Многие считают, что она как бы не особо жесткая. Поверьте, ребят, на нем можно спокойно стоять и без проблем вообще. Единственное, сейчас продаются коврики, можно самому что-нибудь придумать. Все, отлично. Только надувное дно, ребят. Во-первых, на мой взгляд, это устойчивость, потому что это дополнительный баллон, там тоже воздух. Теплое дно, потому что, опять же, там воздух. Можно сидеть спокойно босиком, летом сплавляться, и ноги не будут мерзнуть, потому что теплое дно, реально теплое. И в-третьих, эта грузоподъемность увеличивается, потому что, опять же баллон. Так, ну в общем все. Накачал, смотрю вот швы, что да как, потому что лодка пришла транспортной компании и не было возможности там распаковывать, была большая очередь. Смотрю, все хорошо натянуто, все отлично, швы вроде все проклеено, никаких таких там прям таких жестких моментов я не вижу. Такая вставочка плотная, полностью все проклеено, вот так, очень радует. Ихняя эмблема. Взял в таком цвете. Не люблю я белую, они слишком маркие, ну и яркие я тоже не люблю. В общем, зеленая стандартная лодка. Так, здесь ручка одна. Ну, я чем сравнивал, у меня, допустим, на большой лодке 2. Здесь одна. Ну, понятно, лодка небольшая. Здесь все в порядке. Такие интересные треугольники, у них выход. Прикольно так. Прям слишком здоровые. Здесь, соответственно, 2 ручки, чтобы вдвоем можно было брать спокойно. Так, сливной клапан. Немаловажно, очень тоже удобно при помывке лодки. Так, ну здесь, соответственно, сам номер, серия и так далее. Тритон Аир 310. Грузоподъемность, ребята, 450 килограмм. Вместимость 3 человека. Ну и максимальная допустимая, максимальный мотор 9,8. Ну, такая лодка на пятерке побежит просто великолепно. Так, ну тут, в принципе, все без нареканий, все отлично, все сделано. Дно черное, сама лодка зеленая. Давайте перевернем, посмотрим дно. Опа. Ну и здесь, ребята, все в порядке. Я имею в виду вот эти накладки на баллон. Это немаловажный момент. Здесь жесткая, вот эта жесткая пластина, это очень тоже классно. Полностью проклеен весь киль. Ну, такая килеватая, я бы сказал, до конца прям. Ну и еще вот здесь 2 накладочки, крайние баллоны, вот эти, крайнее ребро тоже защищено. Отлично, очень мне все нравится. Вот эти треугольники, конечно, прям такие. Смотрите, какой выход, друзья, сантиметров 50-60, наверное. Но с одной стороны, когда вот, допустим, лодки оставляют, ну, твой мотор в любом случае не заденет об чужую лодку, потому что вот это тебе не даст. И это тоже круто. Сама по себе лодка легкая, спокойно можно одному ее переносить. Я имею в виду даже вот так приподнять вес, друзья, я не помню. 42 баллоны. Отлично. Ну тут вдвоем просто как короли будем, а одному так вообще, ребят. Эта лодка, повторюсь, взял ее конкретно на сплав. Ну и также, опять же, мало ли кто-то ко мне приедет в гости, уже конкретно можно уйти в тайгу, в лес, имея вторую дополнительную лодочку. Давайте попробуем одеть сидушки. Ну, сидушки стандартные, ничего. Про них, в принципе, ничего не надо говорить. У всех, наверное, такие сидушки. Сейчас посмотрим. О, без проблем, ребята.
без проблем. Без проблем, прям спокойно они оделись. Это прям радует. На накачанной лодке. У меня на гладиаторе я немножко спускал воздух, потом одевал, потом докачивал, потому что слишком у меня мощно были. Давайте оденем веселка. Веселка этой штукой вниз. Стараюсь. Кто занимается спиннингом, должен понимать, о чем я говорю. Ну, говорю, тут надо уже отрегулировать на воде. Чисто единственное, посмотрю, как все подходит. Отлично. Вот очередная помощница. О, все классно. Так, второе. Да, друзья, на 9,8, мне кажется, эта ракета полетит. Ширина рабочая, прям ширина прям классная. Ну, я просто сравниваю, у меня до этого была лодка, многие помнят, флагман Игла. Ширина там, лодка сама длинная, узкая по себе, и ширина мне вот не нравилась. А здесь прям 90, все как надо. Так. Классно, классно. Это все потом настроим на воде. Тут чисто единственное затянуть надо будет. Так, вторая сидушка у нас. Без проблем. Ну вообще, как вам, братцы, ляля? Огонь. Но это уже не лялька, я бы сказал. Вот прям вот что нужно. Средняя, под мотор, блин, круто. С надувным дно. Что еще нужно для счастья? Все, ребята, все, погнал. Все под мотор, куча места, ширина, здесь приманки. Эту, если для одного, можно убрать спокойно. Все, все. Вот это рабочая лошадка, конечно. Красота. Отлично. Ну, блин, ну без нареканий, ребят, ничего не могу сказать. Вот. Я сейчас ее оставлю в надутом состоянии, чтобы все морщинки вот эти разгладились. Многие знают, когда новые лодки, вот такие морщинки есть. Пускай она постоит в накачанном состоянии. Ну и опять же посмотрим, спускают, не спускают клапана, что-то как. Вот. Ну сейчас я зато уже уверен, что все здесь в порядке. Красота. Ну, теперь на фоне гаража, ребята, видно, что малышка не маленькая, согласитесь. Гараж 6-метровый, 6×4. Специально, ребята, делал выходы такие, вот именно что-то положить сбоку. Ну и также большая высота гаража, чтобы можно было лодки, если что, подвешивать. Такие лодочек здесь много влезет. Ну и как-то так. Плюс коньяка мой здесь. Короче, отлично. Ну что, ребята, вполне доволен своим приобретением. Очередная помощница в наше дело, в нашу рыбацкую тему. Да, друзья, в наше время сейчас нелегко что-то приобрести, но очередная помощница, ребята, стоит у гаража. И прям размеры мне очень нравятся. Я думал, возьму маленькую лодку под мотор с трансом. Ну, с надувным дном, потому что перечислил уже нюансов, сколько фанеры, это вообще не то. Здесь прям, ребята, эта лодка
и походит и по большой реке, я так скажу. В общем, оставил на надутой, пускай разровняется, посмотрю, как раз спускают ли не клапана. Ну и в целом первый же сплав в этом сезоне, мы уже собираемся, пойду именно на ней. Здесь уже спокойно вдвоем, с рюкзачками, ничего лишнего, вот это круто. Вот этот размер, ребята, я прям мечтал. Ходил я на пятерке, на флагман 380. Вот именно вот эта лодка, ребята, среднячок. Задумал сейчас именно, какой приобрести под нее мотор. Хотя 9,8 спокойно можно вешать. 26 килограмм мотор, я так понимаю. Вот еще думаю сейчас, какой мотор. Ну, в этом году навряд ли мне получится. На следующий сезон хотя бы что-то буду думать. Все, ребят, вполне доволен. Эмоции шквал. Я очень рад, что появилась еще одна лодка. Она будет в любом случае участвовать в экспедициях и помогать. Очень круто. Заказал, ребята, через сайт. Ребята быстро оформили. За 3 дня, ребят, доставили мне лодку в транспортной компании. На 4-й день я уже ее забирал. Все очень круто, быстро, молодцы. Сориентировали, сразу подсказали. Именно вот по этим размерам. У ребят сейчас, кстати, проходят акции, скидки. Акция лодка плюс мотор. Они делают хорошие скидки. Ну, я имею в виду, если кто-то приобретает и лодку, и мотор, на сайте у них все это есть. Ну и также скидки 5% вроде сейчас. В общем, летние акции. Так что, ребят, вся информация будет внизу. Заходите, читайте, интересуйтесь, общайтесь. Кто-то заинтересован, мне кажется, в любом случае. Так что промокодов, правда, никаких нету, но я спрашивал за промокоды, они ответили мне, что вот именно в данный момент идут хорошие скидки, акции, и, соответственно, тот же промокод действует у них там свой. Так что как-то так, друзья, небольшой обзорчик, я показал вам и сам посмотрел, то, что лодка уже 1,5 недели лежит. Как-то она так, ребята. В общем, круто, я очень доволен, ребята. Это здорово. Это здорово. Я уже примерно предполагаю и представляю, где мы будем на ней ходить. Так что отлично. Ну а кто смотрел обзоры, ребята, кто смотрел это видео, хорошего настроения вам, друзья. Счастья, здоровья. Берегите себя и пока.